В Москве очередной случай избиения и унижения мигранта из Таджикистана. Полицейские пытались удалить из его телефона свидетельства своих противоправных действий. Однако кое-чего они не заметили. Смотри, блядь, запоминай, да, блядь, ты в риэлторе, понял? Ты куда попал, в какую страну, блядь? Может, у тебя говна найти, блядь? 2 года президентства Сооронбая Джеймбекова в Кыргызстане. Эксперты и журналисты подводят промежуточные итоги. Тем временем общественный деятель в Бишкеке объявил себя богом и предлагает Джеймбекову уступить ему президентское кресло. Я сказка жизни, я краска жизни, я себя называю новым богом. В Алматы неизвестные сожгли знаменитые яблоневые сады. Оставшиеся деревья спилили, чернозем вывезли. Будущее яблочной Алматы под большим вопросом. Приезжают туристы, спрашивают, покажи нам яблоки. Ну, сейчас этого все нету. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Подмосковье сотрудник полиции решил наказать строптивого мигранта, который снимал его на телефон. Полицейский морально унизил и несколько раз ударил выходца из Центральной Азии, а также удалил со смартфона все видеозаписи. Но кое-что стереть все же не удалось. Подробности у Мусы Казакова. Телефон изымается, запрещено разговаривать, пользоваться телефоном в административном здании. Чё ты делал, блядь? Я пересмотрел с ютуба, а? И шапка, а? Ты чё так базаришь, а? Ты блядь, а? Ты чё, блядь, а? Сука. Тебе чё, балай разобить, а? Чучело, блядь. Смотри, блядь, запоминай, да, блядь, ты в риэлторе, понял? Ты куда попал, в какую страну, блядь? Может, у тебя говна найти, блядь? Пару грамм, блядь, поедешь, нахуй, а? Это лишь малая часть записи голоса пока что не установленного сотрудника полиции ОМВД Реутов, который всячески издевался над мигрантом прямо в стенах отдела. А разозлило сотрудника то, что таджикистанец Абдурахим стал интересоваться целью его остановки. И когда полицейские не смогли вразумительно объяснить причину, молодой человек стал снимать их на телефон. Позже полицейские вскрыли телефон и удалили эту запись, а вот другую запись беседы не заметили. Ты, блядь, не у себя в стране, понял? Ты сюда в гости приехал. Я на работу приехал. Тем более, блядь. Нехуй тебе здесь работать, блядь. Езжай в свою страну и работай, понял? И там снимай полицейских своих на видео, понял? Сам Абдурахим говорит, что за 10 лет в России столкнулся с таким явным беспределом впервые. Он с ужасом вспоминает часы, проведенные в отделе. По его словам, полицейский его всячески унижал. Он нанес ему несколько ударов в область груди, заставил снять нижнее белье и приседать, и это не считая непрерывных оскорблений. Я говорю, что им зачем трудовой договор вам? Они говорят, что у тебя должна быть и должен с собой вести. Я им говорю, что тогда не пойдет, давайте я снимаю вас, а вытаскивал телефон, начал снять. Говорю, что значок, они показывали все, и потом довезли до отделения. И потом телефон положил, уже начал задушать, там шею взять, и в угол вытаскивал, и начал с кулаком немножко бить. Мириться с произволом сотрудника мигрант не намерен. Абдурахим обратился за помощью в правозащитную организацию. Там его выслушали и помогли написать заявление в Следственный комитет и отдел собственной безопасности на этого сотрудника. Также уведомили о преступлении инспекцию по личному составу. Тут на приеме сидит молодой человек, гражданин Таджикистана. Сотрудники ОМВД Реутов в нецензурных выражениях оскорбляют его, оскорбляют весь таджикский народ. Потом он там просидел у них в коридоре 2 часа, они вернулись, вытрясли у него с карманов 550 рублей. Так, хорошо, информация сейчас передам сотруднику ОСБ Московской области. Другой информации по этому инциденту полиция пока не дает. По словам правозащитницы Валентины Чупик, полицейский нарушил целый ряд статей Уголовного кодекса. Но что конкретно ему инкриминируют, пока неизвестно. Все будет зависеть от надзорных органов. Были нарушены статья 330, часть 2. Это самоуправство с использованием насилия или угроз его применения. Статья 301, часть 1. Незаконное задержание. Статья 286, часть 3, пункты А и Б. Это превышение служебных полномочий с использованием насилия и угроз его применения.
Правозащитники говорят, бесчеловечное отношение к мигрантам со стороны сотрудников полиции – явление нередкое. Это происходит из-за юридической неграмотности приезжих и чувства безнаказанности правоохранителей. При этом правозащитники уверены, ситуацию можно переломить, если мигранты будут знать свои права. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время. Азия. Россия. Москва». Президент медиакорпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Джейми Флай назвал ложными и политически мотивированными обвинения в нарушении российского избирательного законодательства. Их высказала Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России в адрес ряда иностранных СМИ, в том числе «Радио Свобода» и нашего телеканала «Настоящее время». Обвинения Думы ложные и политически мотивированные. Они направлены на то, чтобы заставить замолчать независимые СМИ в России и оказать давление на независимых журналистов. Мы поддерживаем наших журналистов и уверены в профессионализме нашей работы. Нас не заставят отказаться от нашей миссии – предоставлять народу России доступ к правдивой информации о событиях в стране. Материалы работы Думской комиссии будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру, заявил после заседания комиссии ее председатель Василий Пискарев. По его словам, русская служба «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Медуза» и другие СМИ якобы нарушали законодательство непосредственно в день голосования и в день тишины перед муниципальными и региональными выборами. В Кыргызстане подводят промежуточные итоги президентства Сооронбая Жээнбекова. Джибек Бегалиева подробнее. Журналисты «Кактуса» с недавних времен больше не изгои. С тех пор, как в стране сменилась власть, их стали снова приглашать освещать президентские мероприятия. А электронный адрес редакции вернули в список почтовой рассылки аппарата главы государства. Новый президент с «Кактусом» вроде как судиться не собирается, но и дружить с прессой Жээнбеков, по их словам, не умеет. Иногда нам отвечают на какие-то запросы, но отвечают стандартными фразами. И поэтому говорить о какой-то открытости в политике пресс-службы президента, а главное в последовательности действий мы не можем. В самом начале своего срока редактора независимого ресурса даже позвали на встречу с президентом. В «Кактусе» этому очень обрадовались, но обещанная через полгода вторая встреча так и не состоялась. С тех пор на какие-то изменения в информационной политике Жээнбекова журналисты уже не надеются. Те речи, которые готовят для президента, они довольно стандартные и, как правило, не содержат какой-то уникальной, какой-то особенной информации. Стандартные фразы, подходящие совершенно к разным случаям. Речи на все случаи жизни – это не просто плохой пиар, утверждает Тимур Шайхутдинов. У Жээнбекова и его команды нет конкретного плана развития страны. Общество, которое не понимает, куда государство вообще ведет их, да, оно, конечно, будет все больше и больше недовольно той политикой, которая проводится, потому что пока на примере премьер-министра, министра внутренних дел, да, это люди, которые не могут говорить, и, в принципе, что они хотят, известно, наверное, только им самим. Программа Жээнбекова по развитию регионов провалилась, считает декан факультета политологии Американского университета Медет Тюлегенов. Бизнесу, говорит он, новая власть не помогает, но хотя бы и не мешает. Таких больших проблем нету. То есть нельзя сказать, что это похоже на что-то, что было там с Бакиевым или там в поздние времена Акаева. Но не хватает того, чего ожидают многие люди. Это, во-первых, каких-то, может быть, лидерских качеств, чтобы показать, куда страна идет. Это какого-то, в рамках существующих каких-то полномочий правовых, контроля за государственной системой, заявленная борьба с коррупцией. С ним согласен и Тимур Шайхутдинов. Внимание к этому проекту, помимо того, что да, это новая милиция, еще и потому, что это проект лично Жээнбекова, будет это успешно, это его плюс. Это зачтется ему в качестве авторитета. Будет это как все предыдущие создания, там, переименования и так далее, значит, это будет минус его авторитету. Тюлегенов вспоминает известную теорию. Если президент не смог начать реформы за первые 100 дней, то никаких изменений ждать от него не следует и дальше. В какой-то степени, может быть, есть ощущение, что, может быть, это и потолок. То есть то, на что нужно нам настраиваться в целом в стране на следующие 4 года, это может быть то, что мы и так уже наблюдали. Может быть, есть какой-то еще шанс на то, чтобы сделать какой-то рывок, выстроить какую-то системную программу хоть каких-то реформ и куда-то двигаться. Но, к сожалению, с каждым месяцем или с ушедшими годами эта надежда, она уменьшается. С другой стороны, говорит Тюлегенов, отсчет можно начать с момента задержания Атамбаева. Теперь, по его словам, у президента есть все шансы что-то в стране изменить. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Эпатажному общественному деятелю в Кыргызстане грозит срок за то, что он считает и называет себя Богом, рассказывает Дарья Тимофеева.
Это будете смеяться, а потом будет все это подтверждаться. Сейчас тоже я могу сказать. Зима не будет. Именно такой странный метеопрогноз еще 8 лет назад Арстана Абдылдаева сделал звездой интернета. За общественным деятелем даже закрепилось прозвище «Зима не будет». Позже были заявления про его общение с инопланетянами и даже про то, что Владимир Путин – биоробот. Дважды Абдылдаев баллотировался в президенты Кыргызстана, и все же не это стало его самым амбициозным поступком. Летом кыргызстанец наделил себя ролью Всевышнего. Арстаналая выселилась вселенский, то есть душа Бога. Он управляет сейчас весь миром. Богом Абдылдаев назвал себя в конце августа, и вот спустя почти 2 месяца о нем заговорили в парламенте. Почему они кричат «Я Бог, я тенгрианец»? Какое наказание они получат? Кто может дать ответ? Ни в милиции, ни в Госкомиссии по делам религии не нашли нарушений закона со стороны Абдылдаева и его единомышленников. Но на всякий случай чиновники пообещали провести экспертизу его громкого заявления. На экспертизу отправлены материалы по отношению к человеку, который назвал себя Богом. Другие его высказывания тоже проверяются. Такие призывы нельзя подвести под статью о разжигании межнациональной розни или экстремизма. Пока нет экспертизы по этому вопросу, мы не можем привлечь его к ответственности. Днем спустя в Госкомиссии уточнили, действия Абдылдаева не являются религиозной деятельностью. Шумиха вокруг его самообожествления в компетенции других ведомств. А вот милиция это дело все же взяла в производство. Начато досудебное производство по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, розни» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время в рамках досудебного производства назначены религиоведческая и лингвистическая экспертизы, по результатам которых действиям Абдылдаева будет дана юридическая оценка. Сам Абдылдаев, проснувшийся к нему интерес чиновников, связывает со своей позицией в отношении действующего президента. Он не раз заявлял, что Сооронбаю Жээнбекову следовало бы уступить ему место. Мне надо они считать как эксперт, как ученый. Вот тогда они правильно поймут. Каждый человек должен менять свою ауру. Я великий, я сказка жизни, я краска жизни. Так и должны исполнить роль инопланетянов или Вселенной. Поэтому я себя называю новым Богом. Все свои действия экс-кандидат в президенты оправдывает якобы пожеланиями Вселенной. Оттого не от своей миссии, не уж тем более от слов, что он Бог, отказываться не собирается. Меж тем, озвученная милицией статья предполагает лишение свободы до 7,5 лет. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Смотрите далее в нашей программе. В Алматы неизвестные сожгли знаменитые яблоневые сады. Оставшиеся деревья спилили, чернозем вывезли. Будущее яблочной Алматы под большим вопросом. Приезжают туристы, спрашивают, покажи нам яблоки. Но сейчас этого все нету. 120 часов на то, чтобы курды отвели свои силы на 30 километров от турецкой границы в Сирии. Началось перемирие, объявленное накануне президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Что сейчас происходит в зоне конфликта, расскажет Ольга Жирносек. Несмотря на перемирие, на рассвете на турецко-сирийской границе все еще были слышны выстрелы и взрывы. Бои шли в Рас-Аль-Айне и его окрестностях. К середине утра турецкие военные и бойцы оппозиционной сирийской национальной армии, которую поддерживает Анкара, начали отступление к границе Турции. В турецком городе Акчакале на границе Сирии местные жители рады прекращению огня. Мы верим нашему президенту. С Божьей помощью этот мир продлится долго, и новые жизни не будут потеряны. Соглашение о перемирии удалось достигнуть в результате 4-часовых переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса накануне. Анкара дала 5 суток на то, чтобы курдское ополчение при содействии американцев покинуло приграничную зону. Турция согласилась на постоянное прекращение огня, как только завершится вывод войск. США будут сотрудничать с Турцией. Мы будем работать со всеми странами мира, чтобы обеспечить мир и стабильность.
После полного прекращения огня Пенс пообещал снять санкции, введенные против Турции из-за военной операции. В то же время глава турецкого МИД заявил, что Анкара лишь делает паузу. Мы приостановим операцию «Источник мира» на 120 часов, чтобы позволить вывести войска Рабочей партии Курдистана и отрядов народной самообороны из зоны безопасности. Это не прекращение огня, мы всего лишь делаем паузу. Договоренность о перемирии была достигнута на фоне редкого единения между демократами и республиканцами в США. Они осудили решение Дональда Трампа вывести войска с северо-востока Сирии. Именно после сообщений о выводе американских войск Анкара решилась на операцию против курдов. После сообщений о достигнутом перемирии Трамп поблагодарил Эрдогана. Он мой друг, и я рад, что у нас не было проблем, потому что, честно говоря, он чертовски хороший лидер и крутой парень. Он сильный человек, и он сделал правильную вещь. Многих курдов и сирийцев новость о прекращении огня застала далеко от дома. В результате наступления турецких военных свои дома были вынуждены покинуть около 200 тысяч человек. Мы, безусловно, довольны, мы поддерживаем прекращение огня. Несомненно, наши сердца с нашей родиной и мирными жителями. Мы надеемся, что все военные операции прекратятся. Сирийские курды согласились на прекращение огня при выполнении ряда условий. Одно из них – возвращение беженцев в их дома. Ольга Жарнасек, «Настоящее время». В Душанбе продолжается снос исторических зданий 20-х и 30-х годов прошлого века. С них и начиналась история таджикской столицы. Почему власти хотят избавиться от старого города, выяснял Анна Ширван-Арипов. Фирдавс Шукуров живет в Душанбе с рождения, все свои 75 лет. По его словам, с каждым годом оставаться в столице ему хочется все меньше. Безликие бетонные здания приходят на смену уютным 2-3-этажным домикам. Очередь на снос дошла и до его дома. Фирдавс Шукуров не может понять, почему нельзя возводить новостройки в другом месте. Симпатичные улички были, домики красивые, пусть они были невысокие, да? Но в архитектурном смысле очень хороши были, красивые. Ну, например, наше здание, дом наш, да? Я считаю, это жемчужина. Противников решения о сносе старых домов в городе немало. Один из них – историк-краевед Гафур Шерматов. По его словам, таких зданий, как в столице Таджикистана, больше нет нигде. Некоторые дома проектировались специально под таджикскую столицу. Но главное – не архитектурная ценность, а историческая. И вот любой город начинается с первых домов, прадомов. Вот за нами стоит дом Академии наук. Это в этом доме впервые началась таджикская наука. Вот он маленький, плохонький, двухэтажный с точки зрения архитектуры, но это исторический дом. Понимаете, у нас в Душанбе многие считают как? Вот это не архитектура. А при чем здесь архитектура? Здесь история города. Новая застройка ведется точечно и не соответствует требованиям современного градостроительства, считает историк. Многоквартирные дома стоят вперемешку с бизнес-центрами, офисными и правительственными зданиями. Вот все города растут вширь, а Душанбе растет вглубь. То есть он поедает сам себя, он съедает сам себя, он уничтожает старый город. Посмотрите, центр, таун, сити. Здесь не должно быть спальных районов, а центр превращается в спальный район. Чиновники и архитекторы, в свою очередь, считают, что стоит сохранить только с десяток домов в Душанбе, исторических, культурных и градостроительных памятников. Остальное хлам, причем опасный, ведь ресурс таких домов давно исчерпан. Все здания в Душанбе на левом берегу города, двухэтажные, трехэтажные, одноэтажные бараки и так далее должны быть снесены. Они, во-первых, не сейсмостойкие, срок эксплуатации их давно прошел. Еще в советских проектах детальных планировок центральных частей города снос был предусмотрен. Вот сейчас идет реализация. Сейчас столица Таджикистана активно застраивается, но цены на жилье в городе не падают. Квадратный метр стоит в среднем $500. Это в 2,5 раза выше себестоимости и в 3 раза выше средней месячной зарплаты по стране. Анна Ширван-Арипов, Насим Исамов. «Настоящее время. Азия». А в Алматинских горах неизвестные уничтожили сады с редкими сортами яблок. Шолпан Оразбекова выяснила, что осталось от символа Алматы. Вот, смотрите. Это как они сюда двигали своими тракторами.
Вот это все в таком сейчас состоянии. Дочь фермеров Жумакули Ануара Урмбаевых показывает то, что осталось от многолетнего труда ее родителей. Еще с 80-х годов они выращивали здесь редкие сорта яблок. Тот самый знаменитый алматинский кроваво-красный апорт, которого уже практически не найдешь, рос именно в этих местах. Здесь плодоносили свыше 100 яблоневых деревьев. Именно здесь, где они вот это вот все разрушили, росли. Смотрите, пожалуйста, обратите внимание сюда. Апорт, которому было по 30-40 лет, красно-кровавый, именно заилийский. И кандиль, вы представьте, кандиль до 10-12 метров. На них были яблоки, вы не представляете. Апорт кроваво-красно-заилийский, он у нас доходил 600-700 граммов. Те, кто воруют эти деревья, знают, что не будут пойманы. Родители Дины из-за семейных проблем не могли приезжать на свой участок около 2 месяцев. Именно в этот период неизвестные вырубили яблони и выкопали чернозем. Остались 11 деревьев. Их Дина попытается разводить и дальше. У меня на фазенде сейчас на данный момент остался апорт кроваво-красный, который я все равно буду, конечно, дальше разводить. Сколько осталось кроваво-красного апорта? Ну, наверное, максимум, я думаю, что деревьев 11. 9, 10, 11 в примере. А было более 100. Золотое превосходное, конечно, и кандиль. Это основные сорта, которыми наши родители занимаются. Дина рассказывает, что подобное сотворили не только с их землей, у соседей та же картина. Только говорить об этом местные жители опасаются. Они подозревают, что за этими действиями может стоять влиятельный человек. В настоящее время ничего не могу подтвердить, потому что я впервые приехал сюда для производства, осмотра места происшествия. А какие-либо комментарии и на другие вопросы я сейчас ответить не могу, к сожалению. Владельцев садов и земель пугают последствия. Плодородный слой здешней почвы злоумышленники выкопали до самой глины. И при первых же осадках может произойти непоправимое. Помимо того, что это экологический ущерб, его нужно проводить здесь аудит, экологический аудит, для того, чтобы точно оценить масштабы ущерба. Плюс тому, из-за того, что здесь сняли плодородный слой, и этот слой сейчас ничего не держит, это начинается эрозия почвы. Это самое, вообще страшное, что есть. Вот практически все селевые потоки происходят из-за эрозии почвы. Это когда почва начинает вымываться. По словам Дины Байгабуловой, это преступление также может серьезно ударить по местному туризму. Яблоневые сады в буквальном смысле. Визитная карточка Алматы. Я вожу туристов по Казахстану, в основном Алматы, Алматинская область. Приезжают туристы, спрашивают: Дина, город яблок, father of apples, show me the apples, покажи нам яблоки. Конечно, я с гордостью показывала, но у меня есть эта фазенда, я их сюда привезу и покажу. Сейчас этого все нету этого. У нас вообще по Алмате нету таких фазенд. Предположений, зачем вырубать сады и скапывать чернозем, очень много. Но ясно одно: здесь работала целая группа, уверен общественник Тимур Илюсизов. Но чаще всего их используют шашлычных. 90% алматинских шашлычных разжигают свои мангалы на карагаче, который, вы видите, тотально пилится в городе. Самый идеальный вариант — это вот на яблонях и на карагаче. Потому что саксаул у нас сейчас запрещен в Казахстане, потому что он внесен в Красную книгу, сейчас очень сильный запрет. В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье о краже. Это дело также на особом контроле в Министерстве внутренних дел. Результаты в ближайшее время ждут и пострадавшие владельцы садов. Они надеются, что преступников найдут раньше, чем фермеры восстановят свои участки, а по приблизительным подсчетам экологов полезные свойства этих земель реально восстановить не за 1 десяток лет. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан, Алматы. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Всего доброго. До встречи. Умный ход или предательство. Медиа России и США обсуждают вывод американских солдат из Северной Сирии. Бомбы для врачей. Нью-Йорк Таймс публикует расследование с доказательствами российских авиаударов по больницам Сирии. Минобороны и федеральные медиа все опять называют фейками. Восстание вымирающих. Как борцы против изменения климата взяли в заложники корпорацию BBC. Жизнь же остановится. Я бы сказал, что нормальных женщин где-то от силы 3-5%. Но попробуй их найти.
Красивый мальчик у нас, Женя. Разрешите познакомиться.